Здравствуйте, в эфире «Настоящее время» из студии в Вашингтоне. С вами Игорь Тихоненко. И сегодня в программе. Ближний круг Владимира Путина и не только. Новый санкционный список Министерства финансов США. Битва за янтарь. В Украине Нацгвардия и милиция борются против незаконной добычи камня. И процесс над Михаилом Ходорковским в комиксах судебного художника. Но начинаем мы по традиции с новостей из Праги. Катерина? Спасибо, Игорь. События дня в настоящем времени из Праги. Я Катерина Кочкина. Здравствуйте. Янтарные войны в Украине. 2 милиционера в больнице, более 10 человек задержаны. Нацгвардия и МВД борются против незаконной добычи янтаря в Ровненской области. А местные жители, в свою очередь, возмущены их методами. С подробностями мой коллега Дмитрий Леонтюк. Полесье. Полдень. В тихий городок Дубровица въезжает вереница из нескольких десятков милицейских машин и грузовик с бойцами Нацгвардии. Едут выполнять поручение президента – бороться с незаконной добычей янтаря. Без спецподразделений не обойтись, рассказывает заместитель начальника областной милиции. В полдень в селе Крупово на работников милиции напали местные жители, которые палками нанесли им телесные повреждения. 2 сотрудников милиции обратились в больницу с множественными ссадинами, у одного сломана нога. Первые блокпосты устанавливают на сельских дорогах, непосредственно у приисков. За неповиновение приказам спецназовцы, не задумываясь, открывают огонь. Водитель успевает убежать на своем внедорожнике, но силовики все же задерживают 10 местных жителей. Именно после того, как силовики применили оружие, в городе начались волнения. Люди требуют наказать стрелков и отпустить задержанных. Начинаются столкновения. Нацгвардия открывает огонь по людям. Этим стреляли и это бросали в людей. Когда люди пришли под администрацию выяснить, что за спецподразделения бесчинствуют в районе. 10 человек задержаны, столько же поступают в местную больницу с ранениями. Я бачу, народ готов. Народ был готов разойтись, оттуда откуда-то взялись силовики. Команда здесь, митинг не санкционирован, вы не имеете права тут быть. Так пусть стояли бы себе люди. Уже вечером митинг перешел под стены райотдела милиции с требованием отпустить задержанных. 8 человек выходят на волю сразу. 2 силовики пробуют увезти в областное управление. К переговорам привлекают мать одного из задержанных и комбата милицейского батальона Киев-1 Евгения Дейдея, который дивным образом оказался на глухом Полесье во время битвы за янтарь. Ребята сейчас там, их сейчас опрашивают. Я тут нахожусь с вами. И в течение 2, максимум 3 часов я возвращаюсь сюда и отпускаю. В личной беседе замначальника областной милиции говорит, задержанных отпустят в любом случае, иначе массовых столкновений не избежать. А пока в райотделе милиции опрашивали 2 задержанных, нацгвардейцы спешно собирали свою базу во дворе старой церкви. Той же ночью десант силовиков, вереница из нескольких десятков автомобилей покинул Дубровицу, так и не прекратив силой и кровью нелегальную добычу солнечного камня на Полесье. Дмитрий Леонтьюк, Украина. Настоящее время. Ушел на фронт, потерял бизнес. Частным предпринимателям, воюющим на востоке Украины, повезло меньше, чем наемным работникам. За последними сохраняются рабочие места и средняя зарплата. Бизнесменам государство таких гарантий не дает. В проблеме разбиралась Ирина Клименко. В этой двухкомнатной съемной квартире Таня живет с 11-летним сыном. Муж присылает фото с фронта. Полгода Олег на передовой. Пришел в военкомат, ему выдали повестку, в течение пару дней прошел медкомиссию и 28 января он уже был в Десне. Здесь, в мирном Киеве, у супругов был собственный бизнес. Производили ленточки. Мы начали выпускать новую ленточку. Большой был бум на нее. Олег и технолог, и за станком стоял, ушел на фронт, производство остановилось. Здесь, в здании Института автоматики, Водопьяновой арендовали несколько комнат. У них есть долг за аренду, договор закончился. Директор показывает станки Тани и Олега в целости сохранности. Полгода их хранили бесплатно, но теперь в институте требуют вывести оборудование. Погасите, пожалуйста, долги по вашему договору. Либо же, пожалуйста, в кратчайшее время заберите свое оборудование. Забрать станки в съемную двушку невозможно. Они весят по нескольку тонн. Аренду в институте 5000 ежемесячно Таня не потянет. Нет производства, нет и денег. По закону частный предприниматель не имеет, у него нет права, что за ним сохраняется рабочее место. Тогда скажите, пожалуйста, по какому праву моего мужа забирает государство охранять это государство? С этим вопросом идем в парламентский комитет соцзащиты. Здесь разрабатывали поправки к ЗОТу.
Глава комитета, бывший министр соцзащиты, соглашается. В этих законах о частных предпринимателях ни слова. Людмила Денисова говорит, уже разработали правки. Теперь депутаты должны решить, стоит ли выплачивать компенсацию таким, как муж Татьяны. Мы хотим внести правки, распространить те нормы, которые сегодня существуют о компенсации среднего заработка, на тех, которые организуют свой бизнес самозанятый, то есть на ФОП, минимальный прожиточный минимум для трудоспособного гражданина ежемесячно будет компенсировать. Прожиточный минимум для трудоспособного украинца – это чуть больше 1200 гривен или около $50. За эти деньги Татьяна сможет снять небольшой гараж в спальном районе Киева, чтобы сохранить оборудование до возвращения мужа с фронта. Ирина Клименко, Максим Дрозденко. Настоящее время. Киев. Патриарха не спросили. Новый виток скандала вокруг назначения директором национального заповедника Херсонес-Таврический протоиерея Сергея Халюты. Как выяснилось, патриарх Кирилл своего благословения священнику на новую работу не давал. Об этом заявил ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре. Кадры, на которых ученые, археологи и искусствоведы кричат «позор» в лицо представителю Русской Православной Церкви и губернатору Севастополя, уже обошли весь интернет. Я действую в рамках своих полномочий. Религия вообще-то испокон веков занималась наукой. В том числе. О продолжении скандала вокруг заповедника Херсонес расскажет мой коллега Тимур Олевский в программе «Настоящее время. Неделя». Смотрите в воскресенье в эфире своих национальных каналов и на нашем сайте currenttime.tv. Представители Цхинвали и Тбилиси сели за стол переговоров. В селе Эргнети состоялась встреча в присутствии миссии наблюдателей ОБСЕ. Затем, как договаривались стороны, следил и наш корреспондент Зураб Дваля. Село Эргнети Горийского района – единственное место, где грузинским и юго-осетинским политикам удается сесть за стол переговоров и обсудить острые проблемы, существующие в конфликтном регионе. Сегодняшняя встреча в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию продлилась более 5 часов. Несмотря на всю остроту дискуссии, представители сторон при участии миссии ОБСЕ смогли все же договориться по ряду вопросов. Стало известно, что сегодня вечером в 6 часов осетинская сторона при посредничестве Красного Креста передаст нам жителя Ахалгарийского района Гурама Гегелашвили, содержащегося в Цхинвальском изоляторе. Также мы сегодня смогли прояснить и судьбу гражданина Грузии Романа Шитикова, без вести пропавшего год назад. Выяснилось, что он перешел границу России и получил там статус беженца. Вторая немаловажная договоренность была достигнута и по ситуации с оросительной системой Терепони, охватывающей как осетинские, так и грузинские села региона. Было решено, что цхинвальские власти реабилитируют ее, а грузинская сторона обеспечит водой. Этого решения уже давно ждут местные крестьяне, чей урожай и так пострадал от небывалой в Грузии жары. Встреча носила плановый характер, прошла в спокойном режиме. Особо беспокоящих стороны инцидентов за истекшие 10 дней зафиксировано не было. Ситуация, по общему признанию, является стабильной и спокойной. Грузинская сторона и сегодня подняла вопрос проведения оградительных конструкций из колючей проволоки и баннеров российскими и юго-осетинскими военными, что не только противозаконно на взгляд властей Грузии, но и сильно осложнило жизнь обычных людей на приконфликтной территории. Однако процесс, судя по позиции представителей непризнанной Южной Осетии, вряд ли будет остановлен. Не оправдались надежды грузинской стороны, что на этой встрече будет возвращен грузинский государственный флаг, который был снят и увезен осетинскими военными с территории, прилегающей к селу Хурвалети. Зураб Двали, Гога Чконя и Давид Симонишвили специально для программы «Настоящее время». Минюст США добавил в санкционный список целый ряд российских и украинских бизнесменов и компаний. Подробности у коллег из Вашингтона. Игорь? Спасибо, Катерина. Действительно, власти США ввели санкции против российских и украинских физических лиц и компаний. Как указывается на сайте Министерства финансов, в список попали 11 физических и полсотни юридических лиц. В Минфине пояснили, что все они были задействованы в схемах по обходу введенных ранее ограничений. Тему продолжит мой коллега Роман Мамонов.
Речь идет о родственниках и близких партнерах друзей Владимира Путина, Геннадия Тимченко и Бориса Ротенберга. В частности, в списке сын Ротенберга Роман, партнеры Геннадия Тимченко Кай Панин, Олег Усачев и Петр Колбин, а также 4 граждан Украины, включая Александра Януковича, сына экс-президента Украины Виктора Януковича. Что касается компаний, то в санкционный список попали фирмы, управляющие крымскими портами и паромами, оружейный концерн «Ижмаш», производящий автоматы «Калашников», и завод «Байкал», Российский фонд прямых инвестиций, Корпорация развития Северного Кавказа и Фонд развития Дальнего Востока и Байкала. Серьезный удар нанесен по главным госкорпорациям. Под санкциями теперь добывающие структуры и перерабатывающие заводы Роснефти, также ее фирмы на Кипре, в Швейцарии и Люксембурге. Из структур Веба в список попали Веб-лизинг, Веб-капитал и все дочерние банки, а также белорусская, французская и гонконгская дочки корпорации. Представитель Госдепартамента США Марк Тонер пояснил, что санкции связаны с невыполнением условий Минских договоренностей. Между тем, глава американской дипломатии Джон Керри в ближайшие дни обсудит иранское ядерное соглашение со странами Персидского залива. Госсекретарь США отправляется в очередное турне по Ближнему Востоку и Юго-Восточной Азии с целью укрепления отношений с союзниками. Подробности у Пэм Докинс. Джон Керри встретится со своими коллегами в Египте и Катаре. В Каире стороны проведут стратегический диалог по вопросам политики, экономики и безопасности. На встречах в Египте перед госсекретарем Керри будет стоять важная задача. Как подойти к обсуждению ситуации борьбы с терроризмом в регионе с одной стороны и внутренней ситуации в Египте с другой. И как увязать их вместе. В Катаре Керри встретится с членами Совета сотрудничества стран Персидского залива, которые выражают опасения в связи с соглашением по ядерной программе Ирана. Некоторые аналитики считают, что страны Персидского залива могут выиграть от соглашения с Ираном. Если бы я жил в регионе Персидского залива, я бы чувствовал себя намного спокойнее, зная, что Иран стал дальше от ядерного оружия и не сможет обзавестись им в ближайшие 10-15 лет, чем если бы такого соглашения не было. При этом эксперт не уверен, что Керри сможет успокоить союзников, которые опасаются, что договоренность приведет к дестабилизации региона. На лондонском рынке недвижимости отмываются миллиарды долларов так называемых грязных денег, средств, полученных незаконным путем, особенно из России. Об этом заявляют активисты по борьбе с коррупцией. Британское правительство пообещало заняться этой проблемой. Смотрите репортаж из Лондона. За последние 5 лет элитная недвижимость в Лондоне выросла в цене на 42%. Активисты утверждают, что это отчасти обусловлено притоком полученных преступным путем грязных денег, которые отмываются приобретением недвижимости. В недавно показанной телепрограмме под названием «From Russia with Cash» из России с деньгами активист и борец с коррупцией Роман Борисович выдавал себя за российского министра, желающего приобрести недвижимость на украденные деньги, и встретился с несколькими агентами по продаже недвижимости в центральной части Лондона. Беседуя с нами по скайпу, он рассказал, как это происходило. Все они были готовы помочь. Даже когда я рассказывал им, что деньги предназначались для закупки лекарств, а я их украл. Только их это совершенно не интересовало. Все эти агенты советовали приобретать недвижимость через офшорные компании, обеспечивающие анонимность покупателя. Один из них посоветовал открыть подставную компанию на территориях, являющихся налоговыми убежищами – Кипр или британский остров Джерси. И вот этот конкретный агент предложил нам свою помощь, сказав, что познакомит нас с финансовыми людьми из Джерси, чтобы создать совместный траст, и с кипрским юристом, который все это оформит. По данным правительства, в Британии офшорным компаниям принадлежит недвижимость на общую сумму 191 миллиард долларов США. Выступая в Сингапуре, где он находился с официальным визитом, британский премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что большинство операций являются законными, однако признал, что есть проблемы. Нам нужно лишить коррумпированных чиновников и организованную преступность возможности использовать подставные компании для инвестирования доходов, полученных нечестным путем, в лондонскую недвижимость, при этом оставаясь незамеченными. Как отмечают аналитики, правительству уже многие годы известно об этих обвинениях в отмывании денег. Это грязные деньги, полученные преступным путем, может быть даже теми, кто связан с терроризмом.
Поэтому необходимо срочно заняться этой проблемой. В соответствии с британскими законами, агенты по недвижимости обязаны сообщать о любых операциях, когда у них есть подозрение, что деньги, используемые для приобретения недвижимости, были получены преступным путем. Однако многие агенты говорят, что не обязаны уметь распознавать сложные махинации. В Лондоне же сегодня проходит последний день открытых слушаний по делу бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, отравленного в ноябре 2006 года в британской столице. В Скотланд-Ярде считают, что единственным и правдоподобным объяснением смерти Литвиненко может быть причастность к его гибели российских властей. Самочувствие Литвиненко стало резко ухудшаться после совместного чаепития с бывшими коллегами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. Как заявил в суде председатель разбирательства Роберт Оуэн, доклад по делу Литвиненко будет опубликован до 25 декабря. И в Иркутской области продолжают гореть леса, а местные власти ищут виновных. Подробности у наших пражских коллег. Катерина? Спасибо, Игорь. В Иркутской области стремятся скрыть пожары от потенциальных туристов. В летний сезон на Байкальский остров Ольхон приезжает порядка 400 тысяч отдыхающих. В этом году их ждет неприятный сюрприз. Репортаж Петра Шеломовского. Туристы – это единственный способ заработка для местных жителей. Каждый день в заповедную зону отправляются десятки экскурсионных групп. По всему побережью разбросаны палаточные лагеря и костры туристов, которые не захотели остановиться в одной из многочисленных турбаз. Одновременно туристы стали главным источником дохода для тех, кто должен охранять природу Ольхона. Островное лесничество самое богатое в Прибайкальском национальном парке. Сборы с посетителей заповедника приносят лесничеству до 900 тысяч рублей в месяц. Несмотря на это, лесники жалуются, что им не хватает людей и средств на вывоз мусора и тушение пожаров. И все, волонтеров собирается 5-10 человек, больше не собирается. Отдыхающих, кто приходит. Местные жители никакого участия вот сейчас не принимают. Первым пожар на острове обнаружил пилот Антон Волков. Он приехал на Ольхон на все лето, чтобы катать туристов. Он говорит, ну понимаете, тушить мы не будем, само потухнет. Вот. Ну вот мы видим, прошло сколько? 28-е, с 22-го 6 дней, оно вон само потухает. Уже гектарах на 300, наверное. Областное начальство не хотело поднимать шум, но уже 24 июля им пришлось ввести на территории области режим чрезвычайной ситуации. Это означало, что лес должны были полностью закрыть для туристов. Но в итоге доступ в лес был закрыт всего на 2 дня. И то для того, чтобы заставить местных таксистов принять участие в тушении пожара. На 2 дня закрываем. Чтобы вообще никого не пускали. На 2 дня. Ни этих, ни морысовских, ни пасеки, никого вообще. В настоящий момент пожар практически потушен, но остров до сих пор окутан дымом, который с непотушенных пожаров на материке приносит ветер. Прибайкалье продолжает гореть. Петр Шеломовский специально для настоящего времени. В Праге открылась выставка «Процесс». Название для родины Кафки знаковое. Проект рассказывает о суде над экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским и бывшим главой Минотепа Платоном Лебедевым. В основу выставки легли комиксы Александра Котлярова. За день до официального открытия на выставке побывала Дарья Кудрявцева. «Смешно? Я сейчас зал очищу», — гласит надпись при входе на выставку «Процесс». Это реплика, как и все остальные, из стенограмм судебных заседаний по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Героями, или скорее антигероями инсталляции, стали участники процесса – судья, прокурор, адвокаты, свидетели обвинения и их самые яркие высказывания. Вот этот зал, он весь построен на том, что реплики и выражение лиц, оно крайне агрессивно, при этом реплики, конечно, крайне непрофессиональные, что говорит о том, что это дело не просто сфабриковано, а оно, в общем-то, даже не ставило своей задачей услышать или узнать что-то новое. Выставка основана на комиксах Александра Котлярова. Зарисовки он делал прямо в зале суда, а потом публиковал на сайте ежедневного журнала. В какой-то момент стало понятно, что материал настолько богатый и тема, она важна не только для аудитории ежедневного журнала, но и хотелось бы выйти из офлайна, показать ее живьем. Тот факт, что выставка проходит именно в Праге, весьма символичен. Ведь название экспозиция получила в честь знаменитого романа Франца Кафки, родиной которого и является чешская столица. Все реплики для этой выставки переведены на чешский и английский для западного зрителя. Нас заинтересовало, каким образом данная выставка отображает ситуацию, которая в России все еще актуальна. Помимо комиксов, здесь будут представлены авторские видео от куратора процесса Антона Литвина.
В одном из них, реставрации, образ Владимира Путина возникает из русской матрешки. Таким образом, вот мне хотелось передать, что реставрация – это, конечно, абсолютный возврат не просто к советской идеологии сверхдержавы, но даже глубже, да, то есть в некую такую совсем средневековье, где кроме там самоваров, матрешек и лаптей, в общем-то, опереться не на что. Организаторы отмечают, инсталляция призвана показать всю абсурдность судебного процесса, передать атмосферу происходящего в зале суда во время заседаний по делу Ходорковского и Лебедева, поместить зрителя в пространство, которое меньше всего напоминает беспристрастное правосудие. Дарья Кудрявцева, Дарья Соловьева. Настоящее время. И снова время передавать эфир в США. В юбилейном фестивале Линкольн-центра принимает участие Московский театр наций. Подробности у коллег. Игорь. Спасибо, Катерина. В Нью-Йорке вот уже в 20-й раз проходит ежегодный фестиваль Линкольн-центра, знакомящий публику с самыми заметными событиями в мире искусства. В этом году в нем принимает участие Московский театр наций с постановкой «Фрекен Жюли» по пьесе Августа Стринберга, рассказывает Михаил Луткин. Выступая на пресс-конференции перед началом гастролей Театра наций в Нью-Йорке, директор фестиваля Линкольн-центра Найджел Редден назвал спектакль «Фрекен Жюли» выдающимся и признал, что немалую роль в выборе именно этой постановки сыграл ее звездный состав. Главные роли исполняют Чулпан Хаматова и Евгений Миронов. «Фрекен Жюли» в Московском театре наций поставил несколько лет назад немецкий режиссер Томас Остермайер, известный своей склонностью переносить классику в злободневный контекст. Пьеса о любви между людьми, которых разделяет социальная пропасть, была написана шведским драматургом Августом Стринбергом в 1888 году. В постановке Остермайера действие происходит в сегодняшней России, а точнее на Рублевке. По словам Чулпан Хаматовой, Россия, к сожалению, оказалась идеальным вариантом для того, чтобы показать социальную пропасть между богатыми и бедными. У нас практически не очень развито такое понятие, как средний класс. У нас есть очень бедные люди, либо очень богатые люди. И это оказалось идеальным вариантом для интерпретации этой пьесы. В этой интерпретации Чулпан Хаматова играет изнывающую от безделья и одиночества дочь генерала, разбогатевшего после выхода в отставку, а Евгений Миронов – ее водителя, который оказывается готовым на все, чтобы изменить свой социальный статус. Их случайная и мимолетная связь в новогоднюю ночь оказывается трагической. Роль третьей лишней, кухарки, исполняет Юлия Пересильд. Спектакль получился очень европейским. Шведский драматург, немецкий режиссер, российские актеры. Для худрука Театра наций такой расклад принципиален. Евгений Миронов регулярно приглашает в Москву иностранных режиссеров. Мы совмещаем разную режиссуру, режиссеров абсолютно разных направлений, школ, стран с русским театром. Мне кажется, что это важно для России, чтобы мы не варились и не радовались как бы только своим собственным достижениям, а на самом деле учились чему-то. А учиться всегда интересно и не поздно. И мы учимся обоюдно. И поэтому режиссеры, которые приезжают в наш театр, они с удовольствием работают с русскими артистами. В то же время Миронов признает, что ему не просто работать в сегодняшнем культурном пространстве России, где все чаще звучат призывы отгородиться от Европы и Запада. И мне не просто потому, что я вынужден контактировать со всеми, так скажем, лицами, которые сегодня участвуют в культурном процессе в стране. Мне всегда эти лица приятны. Но, тем не менее, я могу сказать, Театр наций ни разу не были, так сказать, каким-то образом, нас не заставляли делать то. Мы делаем то, что мы хотим. Насколько долго это будет, как мы будем держаться дальше, я не знаю. Тем не менее, мне кажется, что все проходит. И этот тренд, так называемый, мне кажется, что это временный перекос, что дальше, безусловно, разум должен восторжествовать, тем более, что у нас такая богатая культура, и мы не можем отрезать Запад, а приклеивать Восток. Это невозможные вещи, умные и культурные люди, в том числе и во власти, это понимают. Хотя действие спектакля и перенесено в Россию, эта остросоциальная драма, эмоционально разыгранная российскими звездами, оказалась вполне понятна американскому зрителю. А газета «Нью-Йорк Таймс» назвала постановку великолепной. Михаил Гудкин, Сергей Гусев. Настоящее время из Нью-Йорка. Между тем, Америка отпраздновала Национальный день куриных крылышек. Наряду с гамбургерами это самое популярное блюдо американцев. В год их съедают 28 миллиардов. Отмечают День крылышек конкурсами на их скоростное поедание.
На соревновании в Вашингтоне побывала наша съемочная группа. И Александр Панов предупреждает: не пытайтесь повторить это дома. Если выложить длину куриные крылья, съедаемые американцами ежегодно, они окружат всю нашу планету не одним, а двумя кольцами. Острые и сладкие, с хрустящей корочкой и без, с сельдереем или лаймом, с голубым сыром или пармезаном, с кетчупом или сливовым соусом, в медовой горчице или с лимонным перцем, наконец, в соусе барбекю. Это блюдо – излюбленный американский фастфуд. За первенство в его изобретении борются Баффало и Нью-Йорк. По инициативе мэра Баффало Стэна Маковски с 1977 года, 29 июля, Национальный день куриных крылышек. И надо сказать, праздник пошел в массы. Сегодня в Вашингтоне суперспринт. За 5 минут надо съесть максимальное количество куриных крылышек. Мастера съехались со всей страны. Как всякий большой спорт, это не полезно, но зрелище захватывающее. Этот фастфуд самый фастовый, самый быстрый и самый опасный. Легко подавиться костью. Перед началом участники подписывают специальную бумагу, что они не имеют претензий к организаторам. Мы впервые проводим этот конкурс в Вашингтоне. Куриные крылышки занимают особое место в национальном меню. Когда речь идет о гриле на открытом воздухе, тут, пожалуй, гамбургеры и хот-доги рулят. Но вот в спортбарах или дома у телевизора куриным крыльям нет равных. У здешних профи, как в рестлинге, к именам добавлены прозвища. Интервью мы, естественно, взяли до старта, потому что после финиша они едва дышат, не то что разговаривают. Несколько лет назад я весил 300 фунтов, отсюда и прозвище. Похудел на 100 фунтов, 40 килограмм. Накопил много аппетита и надеюсь выступить удачно. Куриные крылья – мое любимое блюдо. Уже 10 лет Джон «Джентльмен» Менчетти из Коннектикута побеждает на подобных первенствах. Джентльменом его прозвала бабушка. Она единственная в семье выступила против подобного хобби, почти ставшего профессией. Менчетти – чемпион по скоростной еде крыльев, тефтелей и котлет из моллюсков. Бабушка увидела меня по телевидению и сказала: по сравнению с другими участниками, ты выглядишь как джентльмен. Я даже подумывал одно время соревноваться в бабочке и фраке, но потом понял, шансов на победу нет. А я участвую ради денег. Прозвище бабушки явно было комплиментом. Джона едва не дисквалифицировали, он отказался бросать кости в специальную миску. Как он нам признался, это стратегия такая, меньше прожевывать. Потом, подсчитывая разницу в весе подноса с крыльями до и после состязания, организаторы определяют победителя, а жюри придирчиво осматривает кости на предмет достаточной обглоданности. Победу одержал 32-летний финансовый аналитик из Вирджинии Иэн-захватчик Хикман, за 5 минут съевший больше килограмма жареной курицы, чистого мяса, не учитывая кости. Он получил главный приз $500. Подтверждается правило: размеры участника здесь не главное. Главное — аппетит и мастерство. Для финансового аналитика экзотическое хобби. Я работаю тут рядом в 5 минутах. Я посчитал, как еще можно заработать по $100 в минуту. Так что мое участие — голый финансовый расчет. В чем смысл подобных турниров? Устроители говорят, это популяризация американского фастфуда и просто фан. Не повторяйте этого дома. В США ожирение стало национальной эпидемией. Александр Панов, Андрей Дегтярев. Настоящее время, Вашингтон. Это была кулинария по-вашингтонски, а в Нью-Йорке тоже пир, но элегантный. Ужин в белом, супермодный пикник на берегу Гудзона. Собрал 5000 гурманов и просто любителей развлечений. Гости должны быть в белых нарядах, а оригинальность поощряется, пока она остается в границах вкуса. Таковы были требования организаторов. Еда, столы, стулья, посуда, скатерти, цветы, естественно, белоснежные. Все это принесли сами гости вечера. При этом еще 35 000 человек не смогли попасть на пикник, а так и остались в листе ожидания. Ну, на этом наша передача подошла к концу. Смотрите программу «Настоящее время. Итоги» завтра. В выпуске программы «Настоящее время. Итоги» в субботу смотрите. Вето на трибунал. Почему Россия и международное сообщество по-разному видят достижения правосудия для жертв крушения малазийского Боинга. Казахстан – новый член ВТО. Уголь для Украины, риски для России. Инеду в России указали на дверь. Кто проиграл? Обо всем этом говорим с очевидцами событий, активистами и аналитиками. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. «Настоящее время». Катерина Кочкина. Всего доброго и до свидания.